Здравствуйте, на «Эхе Москвы» в Уфе программа «История башкирских родов». Здравствуйте, у микрофона Руслан Валиев. Вместе со мной в студии Салават Хамидуллин, руководитель автономной некоммерческой организации ШЖР. Добрый день, Салават. Добрый день. Мы начали говорить о выдающихся деятелях эпохи становления Башкирской республики, и сегодня у нас следующий герой. Да, сегодня хотел рассказать об Ильдархане Ибрагимовиче Мутине, ближайшем сподвижнике Ахмедзаки Валиди. Он родился в деревне Такталачук. Такталачук – эта деревня сейчас находится на территории Актанышского района Татарстана. Это бывший башкирская Гирейская волость, род Гирей. Кстати, 3 деревни Такталачук было в свое время. Был Такталачук, нынешний который в Актанышском районе. Потом есть новый Такталачук, он до сих пор есть на территории уже Краснокамского района. Башкирия – это все Гирейская волость. И был еще горный Такталачук, Такталачук. На его месте построен город Агидель. 3 деревни Такталачук. Такталачук это переводится как... есть такое башкирское и тюркское слово аласах или алачик. Отсюда, кстати, шалаш, временное жилище алачах или аласах по-башкирски. Отсюда русское слово лачуга. А тахта-лачуг, деревянная лачуга. Башкиры летом, когда занимались скотоводством, у них же зимник был, где они зимой проживали, а на лето они строили временное жилище, выезжали на Яйляу, и на Яйляу как раз строили эти алачики. Видимо, это была гирейская летник, Такталачук, поэтому такое название. Но Ильдархан Мутин, он происходил из знатного рода, башкирского рода Мутиных. И родоначальником рода считается Тимир Мутин, старшина Гирейской волости. Он жил в середине 18 века. Он чем известен? Тем, что Тимир Мутин, когда началась Семилетняя война с Фридрихом II, и был мобилизован один башкирский кавалерийский полк, на войну был отправлен. Командиром полка был старшина Итархан Каратабынской волости Кедрас Мулакаев, это деревня Кедрячева, нынешнего Давлекана района, Кедрас Мулакаев, а его помощником, его заместителем как раз был Тимир Мутин, старшина Гирейской волости. Этот полк выехал на театр боевых действий, участвовал в знаменитом сражении под Гросс-Егерсдорфом, когда русская армия разбила Фридриха. Если кто смотрел фильм «Гардемарины», там эпизод есть, сидит главнокомандующий Салтыков. Нечто Фридриха можно разбить. Они даже сами не верили тому, что нанесли поражение. Настолько этот был сверхъестественный ужас и преклонение перед Фридрихом, который считался непревзойденным полководцем. И когда Фридриха башкирская конница погнала, главнокомандующий настолько испугался, что по своего счастья, что даже дал приказ не преследовать. Понимаете, такая ситуация была. Но, тем не менее, все равно гусары и башкиры все-таки преследовали его. Потом с этого похода, повоевав, были отправлены домой. Уже в 1757 году они выехали на театр боевых действий. Полк пошел домой, а Тимир Мутин остался в Петербурге, потому что он был уполномочен от всех башкир донести челобитную царице Елизавете Петровне. Остался в Петербурге, был на аудиенции у Елизаветы Петровны. В чем была суть челобитной? О защите вотчинных прав, что наши права расхищаются. Целой делегации был на аудиенции. Кстати, это был последний случай, когда представители башкирского народа воспользовались своим древним правом непосредственного обращения к русским монархам. После этого уже таких не было случаев. Там он, вручив челобитную, видимо, климат не подошел или что, заболел и умер Тимир Мутин. И у нас, у историков, такая мечта есть отыскать могилу Тимира Мутина, но, видимо, где-то в Петербурге похоронен, поискать нужно. Остались его потомки. Один из его потомков, Одногул Тимиров, был даже пугачевцем, участвовал в Пугачевском восстании, одним из предводителей был. А потом последующие потомки, уже взяв фамилию Мутиных, были известными чинами в башкиро-мещерятском войске, служили исаулами, имамами и так далее, различным чиновникам. Один из Мутиных дослужился до чина заместителя кантонного начальника. В 19 веке, в 1888 году, родился Ильдархан Ибрагимович Мутин. Они были дворянами. Он служил тоже. Образование он получил в Мензелинском 4-классном городском среднем образовании, то есть образование было среднее, был народным учителем, потом был призван в армию, служил в 12-й пограничной бригаде, потом демобилизовался из армии, работал. Как известно, башкирское национальное движение зародилось на первом мусульманском всероссийском съезде, который был в 18 году. На этом съезде он также участвовал. И как описывает Мухаммедша Бурангулов много лет спустя, известно, что в мае 1917 года в Москве состоялся первый всероссийский съезд мусульман. Не будучи согласен с решением съезда по национальному вопросу, принявшему программу культурно-национальной автономии, башкирская делегация в составе Заки Валидова, Ильдархана Мутина, Сагита Мрясова, Янгира Юмагулова, Алаберды Гафарова покинула съезд и с прибытием в Оренбург образовала Бюро башкирского народа и выпустила обращение к населению. В деталях его содержания я не помню, но общий смысл сводился к требованию территориального
территориальная автономия для башкир. В состав этого органа вошел, кроме прочих, также Ильдархан и его брат Гариф. Ильдархан и Гариф Мутины, они были с самого начала у истоков башкирского национального движения. И потом многие документы показывают, что всегда Ильдархан после Валиди. Второй в списке. Всегда во многих документах вторым он идет. То есть это о чем говорит, что он же был представителем как раз северо-западных башкир, которые, мало того, даже его родина сейчас оказалась на территории Республики Татарстан. Это говорит о том, что северо-западные башкиры, они не были безучастны к общему национальному движению башкиры, и с самого начала принимали в нем участие. Кроме Ильдархана, там другие были люди, об этом потом. И когда начался первый всебашкирский Курултай, уже бюро башкирского народа собрало первый всебашкирский Курултай, который был в июле 1917 года, в Оренбурге состоялся. Как раз Ильдархан Мутин был автором программы по земельному вопросу. Зачитаю, что он писал. «Стоит прислушаться к заунывным, как нечеловеческий стон наболевшей души песням башкир. Стоит посмотреть на сосредоточенные лица слушателей, которые мысленно переносились на целые века назад. Как каждому становится ясно, что весь этот измученный, униженный и ограбленный народ глубоко скорбит о былом, что глубоко уязвлено, но не убито в нем национальное чувство». Слова поэтические как раз его перу принадлежат. И он потребовал в своей программе, что должны быть башкирам возвращены незаконно расхищенные земли. Что касается недр Башкирии, то они, безусловно, должны поступить в пользование башкир, так как без них немыслимо будущее благосостояние и само возрождение нашего народа, говорил в докладе. И также апеллировал к истории, что Иван Грозный еще закрепил право башкир вотчины на их землю. Программа была выдержана в таком ключе, отражавшем именно настроение башкир-вотчинник. Ильдархан сам был вотчинник, и большинство, Валиди не был вотчинником, а другие большинство были вотчинниками. Валиди что вспоминает о первом всебашкирском съезде? Он прошел первый всебашкирский съезд. Решение этого съезда нужно было довести до Временного правительства. Пишет Валиди: «Меня, студента университета Усмана Куватова и некого интеллигента Ильдархана Мутина решили отправить в Петроград правительству Керенского с поручением разрешить ряд недоразумений, оставшихся неразрешенными с давних времен и лежавших тяжким трудом грузом на башкирах нескольких поколений. В частности, надо было защитить наши земельные права, добиться возвращения башкирских капиталов, накопившихся еще с царских времен, получить в распоряжении самих башкир прежние войсковые здания, парк и мечеть Каруан-Сарай в Оренбурге. Башкирские капиталы, самое главное, как земли от продаж башкирских земель, было в крестьянском банке все складывалось, и потом там большие суммы были, потом они бесследно, как известно, пропали. Этими продажами кто занимался? Это занималось войсковое управление башкирского войска, якобы для башкирских капиталов, но потом, как всегда, тю-тю, как у нас обычно бывает. Потом деньги эти испарились. Съездили они в Петербург, потом, как известно, был второй Курултай, и вот 25 октября 1917 года, как известно, произошел большевистский переворот, ситуация стала раскручиваться очень быстро. Потом было образовано башкирское правительство. Башкирское правительство сначала называлось как Малый Курултай, предпарламент. И вот кто вошел в этот предпарламент? Вошли такие представители башкир Мензелинского и Бугульминского уезда: Резаидин Фахретдинов, его сын Абдрахман, Искандер Султанов из Мензелинского уезда. Искандер Султанов – это сын муфтия Мухаммедера Султанова. Ильдархан Мутин. 4, башкира, представители как раз вот тех самых пресловутых северо-западных башкир. Предпарламент. Предпарламент сформировал уже потом башкирское правительство. И в нем уже Ильдархан Мутин возглавил финансовый отдел. И он, кстати, всегда возглавлял, когда нужно было что-то срочно, где-то вот какое-то такое направление взять, то финансовый отдел возглавлял, то юридический, то вообще военный. Когда в Валиди он был заместителем, он часто бывал в отлучках разных, там, по командировкам там мотался и так далее. И в это время на самом важнейшем направлении военный отдел, от него зависела судьба всего движения, всегда замещал его Ильдархан Мутин. Финансовый отдел, юридический, военный. То есть о чем говорит, что человек был разносторонний, во всем разбирался. В этом плане он был, конечно, незаменим. Когда началось формирование башкирского войска и так далее, как известно, 16 февраля 1918 года башкирское правительство было арестовано большевиками в Оренбурге, потому что большевики не хотели признавать башкирскую автономию. Немножко они у нас неправильно всегда, вот такой мем везде идет, большевики там даровали автономию. Да ничего не даровали они, ничего и не хотели даровать. Подтверждение этому 16 февраля 1918 года в Оренбурге башкирское правительство, которое неоднократно заявляло о своем нейтралитете, было арестовано, заключено в тюрьму, ожидало своего расстрела. Заходил туда неоднократно Самуил Цвилинг, председатель Оренбургского ревкома, который призывал, говорил Валиди: отдайте приказ, мы пошлем его в гору Урала, где формировались башкирские части, отдайте приказ о расформировании. Но Валиди, естественно, наотрез отказывался. Что, говорит, стоит приказ человека, который сидит в заключении? И на самом деле вряд ли, конечно, кто бы расформировался. Их ждал арест. Ильдархан Мутин сидел вместе с ним.
в этом заключении. И уже за 2 дня до расстрела произошло чудо. На город налетел отряд, 700 человек. Во главе от казаков был полковник Богданов, от башкир был ротмистр Карамышев. Они напали на Оренбург, застали врасплох большевиков и освободили башкирское правительство. Дальше потекло уже как своим чередом. Башкирское правительство перебирается в Челябинск, где восстанавливает свою работу. Там начинается формирование башкирских частей. И 14 июня 1918 года первые части уже сформированной башкирской армии отправляется на Екатеринбургский фронт, где участвует в боях за Екатеринбург. Газета «Башхор-Тауше» в те дни писала: такие видные вожди башкирского движения, как Ахмед Заки Валидов, Ильдархан Мутин и другие, вынуждены все время скрываться, но только со свержением советской власти возвращаются к прежней своей деятельности. Газета 2 человек только называет. Это о чем говорит? О том, что в этот период вот эти 2 человека, они были вблизи, понятно, но то, что Ильдархан Мутин был на вторых ролях, мы видим прямо вот из этих документов. И башкирское правительство, оно же было фактически признано со стороны белых, в первую очередь, со стороны Камуча. Вот такая была телеграмма. Военное министерство самарского правительства Камуч официально признало военными ведомством, значит, и само правительство. Челябинская газета «Власть народа» 6 сентября писала: вершит дело всего Башкортостан очень небольшое, но крепко организованное правительство. Председатель юрист Бигбов курирует земельный вопрос. Помощник председатель и глава военного ведомства Заки Валиди, Михайлов, председатель лесного ведомства, адвокат Султанов ведает делами правосудия, продовольственными делами занимается Адигамов, просвещением Ромеев, а финансами Мутин. Перечисляется все это правительство, фактически признанное белыми. В это время самый вопрос, это, конечно, был войсковой вопрос, потому что от него зависела судьба автономии. Шла гражданская война. Я, как уже говорил, большевики не хотели признавать, да и белые бы не хотели. Кому это надо? В тот момент именно наличие башкирских войск, наличие вооруженной силы, вот это было самым главным аргументом признания или непризнания. В условиях гражданской войны там только право сильного. Можешь доказать. Да, как в «Белом солнце пустыни» Дула говорил. Если ты храбрый и сильный, приди там и возьми свое. Примерно так и было. Союз башкиры с белыми, он в ноябре 18 года стал подходить к концу, когда произошел государственный переворот, и во главе белого антибольшевистскую оппозицию возглавил адмирал Колчак. Вся демократическая антибольшевистская оппозиция восприняла это событие негативно. Многие эсеры, меньшевики и так далее, которые были в самарском правительстве, а также демократическая часть казачества, не признала Колчака и отошла от движения. То же самое было и с башкирами. Но они, все-таки не признав Колчака, продолжали держать фронт еще 3 месяца, до февраля 1919 года. Потом предварительно произошли контакты неофициальные с большевиками. Большевики пообещали признать автономию, и, как известно, произошел переход на сторону советской власти, башкирских войск и правительства. И уже 20 марта 1919 года, вот мы отмечаем сейчас столетие, было подписано соглашение в Москве о советской автономии Башкортостана. Как писал американский советолог Ричард Пайпс, чисто формально данное соглашение было далеко зашедшей уступкой советского правительства. Соглашение подразумевало отказ от проекта Объединенной Татаро-Башкирской республики и создание автономного государства с гораздо большим политическим и экономическим самоуправлением, чем то, которое Москва вообще была склонна предоставлять своим республикам. Далее войска перешли, но началось, во многих работах описывалось, на местах царила партизанщина, анархия, и даже после подписания договора в Москве все равно многие командиры Красной армии, дивизий продолжали башкир рассматривать как врагов, как контрреволюционеров. Понятно, они почти год воевали в одночасье, им трудно было видеть в них союзников. И многие понимают, что автономии реально не будет. Да, тем более такое было восприятие нигилистическое. Автономия – это ерунда, и что тут церемониться. Многие башкирские части, солдаты разоружались, и как военнопленные интернировались в разные лагеря, некоторые расстреливались. И вот сейчас в данной ситуации, я в прошлой программе рассказывал о Мулаяне Халикове, он в Самаре был представителем, находился при Реввоенсовете Восточного фронта, и к нему на помощь был также отправлен Ильдархан Мутин, которые должны были чем заниматься? Ограждать солдат, перешедших к башкирской армии, от репрессий. Многие ведь солдаты просто дезертировали и разбежались, когда увидели, что такая ситуация. И нужно было снова их собрать воедино. И нужно было сформировать советскую, красную башкирскую армию. И Мутин отправляет телеграмму в штаб Южной группы Восточного фронта следующего содержания. Башкиры, находящиеся в царстве Колчака, о соглашении ничего не знают. Необходимо срочно разбросать через аэроплан воззвание, текст соглашения, как мы условились в Самаре. Телеграфируйте. Одним словом, у него такие были полномочия. Потом Ильдархан Мутин, чем он еще известен? Известен тем, что он фактически был организатором Токчуранского кантона.
Токчуранский кантон. Это такой анклавный кантон один. Он не имел общей границы с республикой Башкортостан, но он был анклавный кантон. Это два сейчас района Оренбургской области. Это Красногвардейский и Александровский районы нынешние. По реке Ток и Чуран. На юго-западе. На юго-западе, да. И вот он был организатором этого кантона. Он поехал туда, собрал советы там и так далее, и так далее. Писал вот он оттуда, собрал съезд советов Токчуранского кантона и отправил Троцкому телеграмму. Первый Токчуранский кантон и съезд советов приветствует башкирские красные полки, геройски поражающие деникинские банды. Съезд приветствует товарища Троцкого, как неутомимого создателя рабоче-крестьянской армии. Председатель съезда Мутин. Ну, это да, действительно, потому что Троцкий был создателем Красной армии, и тут понятно все. Конечно, ему это потом и припомнили, и весь этот троцкизм, и так далее, и так далее. Когда было контрнаступление белых, как известно, башкирское правительство было эвакуировано, оно уехало в Саранск, пребывало там какое-то время. Потом, когда началось обратное наступление Красной армии, и Башкирия была освобождена от белых, в сентябре уже 1919 года башкирское правительство возвращается в Стерлитамак, который становится резиденцией и столицей Малой Башкирии. Мутин назначается на должность комиссара соцобеспечения. В то время, на самом деле, это было тоже такое важное направление. Почему? Потому что республика была полностью дотационная, жила на средства. Почему? Потому что, фронт 6 раз прокатывался, она была разорена, там ничего не было. Разруха и голод, все в руинах лежало. И из центра через Оренбургские банки, потому что в Уфе не было, в Стерлитамаке не было банка, Уфа тогда не входил в состав Башкирии, через Оренбургские банки приходили дотации из центра. И вот нужно было вот эти деньги брать, в первую очередь обеспечивать семьи башкир-красноармейцев и так далее, и нуждающиеся группы населения. Всем этим занимался как раз Ильдархан Мутин, министр социального обеспечения. Как известно, потом в январе произошел пресловутый январский конфликт, как его описал Сергей Зиньковский, американский исследователь. Подоплека какая была? Башкирское правительство работало, центр относился к автономии башкир как к временному явлению, вынужденной уступки, и поэтому Башкирию наводнил своими эмиссарами, которые создали обком, потому что среди башкир не было коммунистов. Башобком и ЧК захватили бразды правления республикой. И Башревком, в котором как раз сидели все вот эти валидовцы, не выдержав саботажа своей работы, 15 января 1920 года арестовала Башобком и Башчика. Это было воспринято в центре как переворот. Вот что писал американский исследователь Сергей Зиньковский. Башкиры были раздражены неудачей плана своего союза с Казахстаном, усилением татарских коммунистов и крепнущим контролем Москвы. В середине января 2020 года терпение Башревкома лопнуло, и он решил освободиться от контроля местных представителей центрального правительства и татарских коммунистов. Были арестованы Шамигулов и все его сподвижники. Это было в Москве воспринято как контрреволюционный мятеж. Валиди и Юмагулов были отозваны в центр. Потом Валиди уже не вернулся, и вот он оттуда уже из Москвы дал знать своим соратникам, что вы бросайте работу, Башревком оставляйте и уходите, кто как может, и предложил всем перебираться в Среднюю Азию, где говорил, мы будем продолжать борьбу советской власти. Кто-то откликнулся, кто-то нет. Это было правильно, что не все откликнулись, потому что кому-то надо было здесь оставаться. Допустим, Мулаян Халиков не ушел. Значит, в Среднюю Азию он остался, занял должность председателя Тамьян-Катайского кантона и остался в республике. Но Ильдархан Мутин, как вернейший сподвижник Ахмедзаки Валиди, внял его приказы и ушел в Среднюю Азию. И все они собрались в Бухаре. Бухаре была тогда неподконтрольная, прям напрямую Москве, Бухарская Народная Республика. Это вот такие, как и они же сами, башкирские буржуазные националисты, но на самом деле просто национал-демократы, которые не разделяли большевистских идей, но были эсерами, такие социал-демократы и так далее. Бухарская Народная Республика. Все они там собрались. Положение республики это было тяжелое, поскольку, с одной стороны, на них давили центральная советская власть, которую требовали полностью советизации Бухарской Народной Республики, а с другой стороны, действовали против них еще две силы. Сторонники бывшего Бухарского эмира, которые, в общем-то, хотели восстановления монархии Эмирата Бухарского, с одной стороны, а с другой стороны, басмачи, партизаны. Поэтому, когда говорят, Ахмедзаки Валиди был лидером басмачей, это не совсем правильно. Как раз они были на стороне джадидов, обновленцев, демократов Средней Азии. И, кстати, там они, как Ахмедзаки Валиди, так и другие башкирские офицеры возглавили вот эти части Бухарской Народной Республики, возглавили различные военные учреждения, стали заниматься подготовкой кадров. Но ситуация была очень тяжелая. Ахмедзаки Валиди пытался собрать все демократические силы Средней Азии и организовать именно демократическую оппозицию большевизму. Не басмачи, которые довольно-таки темные массы джихадистов и реакционные силы сторонников эмира Бухарского, а он хотел создать демократическую оппозицию, и вот на основе вот этой оппозиции организовать сопротивление. Был организован Национальный совет, политический орган. Ахмедзаки Валиди собрал тайное собрание в Бухаре, где Национальный совет вырабатывал вот эти действия. И нужно было также привлечь на свою сторону, идея была казаков Семиречья,
Семиречья. Атаман Дутов отступил как раз в Семиречье и отступал далее в Синьцзянь. И была такая идея собрать и даже привлечь на свою сторону более или менее адекватных лидеров партизан. В лагере Дутова, который уже отступил к Синьцзяну, находилось несколько депутатов-мусульман учредительного собрания. Главным лидером басмачей Ферганы партизанов был Кур-Шир Мухаммед, или коротко Кур-Ширмат. Кур это кривой, то ли одноглазый был, который себя называл главным курбаши мусульманского ферганского войска. Что интересно, пишут, что к нему одна работа была, которую случайно нашел. В советское время практически все это не описывалось правильно и подробно. Один автор пишет, что Кур-Ширмату прибыл для переговоров башкирский националист Ильдархан Мукани. Тут ошибка Мутин, конечно. Мутин, казахский националист Джанузаков, и обратились к Дутову с призывом присоединиться к этому блоку. Дальнейшая судьба была Ильдархана такова, что он долго там не смог задержаться. Видимо, он и Нуряк Замтагиров, другой видный деятель, они с разрешения Ахмед Заки Валиди покинули Бухарскую республику и уже в 1921 году вернулись на родину. Стерлитамак, там уже во главе республики находился уже Мусам Рутазин и Мулаян Халик. Они взяли их на работу обоих. Долгое время Ильдархан Мутин работал, занимая разные посты в Башкирской республике, но, как в 30-е годы разделил судьбу всех деятелей валидовцев, в 1938 году был расстрелян. Между прочим, в нулевых годах у нас есть улица, пересечение Цурюпа и Октябрьской революции, вот там на углу уже есть желтый дом старый, такой целый иконостас мемориальных досок висит. Да. Вот там на этом доме висела доска мемориальная, что в этом доме жил видный деятель башкирского национального движения Ильдархан Мутин. Висела? Висела, да. Потом она, как Башлык пришел к власти, что-то она исчезла. Интересно. С его приходом, вот это я это заметил, я не знаю, но она висела, я точно помню, в нулевые годы висела вот эта мемориальная доска, и потом с приходом Хамитова она куда-то подевалась. Вот это интересно. Все, вот хочу узнать у нас, кто занимается всеми этими мемориальными досками. Хотелось бы узнать, почему убрали, и хотелось бы, конечно, восстановить вот эту доску, потому что на самом деле это известная и выдающаяся фигура башкирского национального движения, и народ достоин знать его имя. Ну что ж, будем надеяться, справедливость восторжествует. А сейчас я благодарю нашего постоянного эксперта, руководителя автономной некоммерческой организации ШЖР Салавата Хамидуллина. Спасибо всем, кто был с нами. До новых встреч. До свидания. До свидания.